Здравствуйте, друзья! У нас сегодня очень интересный гость Руслан Айсин, политолог, человек, который очень хорошо понимает в том, что происходит на политической сцене, в целом в Российской Федерации и особенно в Татарстане. Руслан участвует во многих интересных проектах, касающихся того, что происходит в Татарстане, в том числе Руслан участвовал в написании книги о стратегии, которую принял ВКТ. И вот мы немножко сегодня поговорим об этом и немного о другом. Руслан, добрый вечер еще раз. Да, Руслан прекрасно, кстати, говорит на нескольких языках: татарский, русский, английский, еще. Там понемножку остальных. Немножко остальных. Хорошо. Отлично. Это как раз тот пример, когда становится ясно, что знание татарского языка как раз только усиливает языковые способности, да, навыки, наработки и так далее. Руслан, какие впечатления после того, как книга «Шаги к стратегии», да, после того, как она вышла, какие произошли события, кто заинтересовался, вообще заинтересовался ли кто-нибудь, есть ли какое-то взаимодействие с людьми, от которых, собственно, зависит реализация того, что написано, есть ли какой-то контакт, диалог, вообще что происходит? Да, действительно, когда вот впервые президент озвучил эту тему, что необходима стратегия, это сразу так по-хорошему возбудило людей. Но я так нескромно похвастаюсь, что где-то за год до этого я лично и мои друзья, известные в татарском мире, интеллектуалы, деятели, мы стали эту тему, как говорят сейчас по-молодежному, прокачивать. Ясно. Да, и создали тем самым общественный запрос. Так. И, конечно, Рустам Нургалиевич, видели, что есть общественный запрос, они отреагировали, и вот он предложил написать стратегию. Идея просто, естественно, замечательная, потому что... своевременная, в общем-то, уже такая. Да, потому что было, да? было очевидно, что мы же пережили определенный этап некого такого, знаете, воодушевления в 90-х годах там. Потом немножко, так сказать, эмоции осели, стало понятно, что нам надо делать что-то, потому что мы столкнулись с серьезным кризисом доверия общественных институтов и так далее. И без документа что-то, ну даже вот мы берем, покупаем стиральную машину, все равно там есть руководство к действию, да. Ну, то есть это, по-моему, очевидные вещи. А народ, так это вообще сложнейший механизм, да, то есть он постоянно меняется, у него какие-то запросы, тем более татарский народ, один из крупнейших, второй по численности в России, да, он проживает в разных территориях, дисперсно, и у него масса проблем, и вот это все свести в едино, да, для этого нужна какая-то система. Как говорят татары, система Асалаха. Поэтому стали работать над этим документом и тоже столкнулись с тем, что, оказывается, у нас нету достаточного количества специалистов. А специалисты должны быть какие? Ну, например, вот нам нужны социологи. Для чего встает вопрос? Социолог должен сказать, вот они изучили татар, чем они думают, какие у них запросы. А мы же не знаем, чем татары живут. Это мы, как бы, вот люди, которые занимаются сферой мысли, да, у нас определенное представление. А простой татарин чем он живет? Не, ну есть фермеры, есть люди, которые на земле, да, там и так далее. Вот если тем более, если вы вот видели, то социологи часто такие дают выкладки, например, чем живет молодежь, да, он там говорит, на первом месте там карьера, например, на втором месте семья. То есть мы смотрим динамику, запросы общественные. Этого нету, потому что у нас нет социологов. У нас нету политологов, по сути говоря. Ну просто мы с этим столкнулись. Ну вообще это новая профессия такая, мне кажется. Ну новая, ну хотя бы 2-3, которые бы вот могли участвовать. Там же много не надо, вот в группу, да, ну какие-то грамотные рабочие, люди, да, в рабочую группу. Экономистов, ну и так далее. То есть мы столкнулись с тем, что у нас нету экспертного сообщества. У нас есть умные люди, но вот, как знаете, говорил Цицерон, что каждый член Сената по отдельности это душ, когда соберутся, это исчадие ада. У нас тоже каждый человек, он очень хороший, он очень умный, но когда вот конкретно мы собираемся, получается, что дело не столкнулись с этим. Поэтому очень так сложно все это шло, президент поставил там, по-моему, на год, чтобы сделали, потом отодвинули на 2, но в итоге приняли какой-то рамочный документ, вот. Но показалось, что этого мало. Это же живая вещь, да, пускай он будет там, пускай наполняется, пускай там вы придете и скажете, у меня такая идея.
И поэтому мы вот издали вот этот вот сборник, это все наработки, которые были к стратегии. Там, ну, и штаб татар активно участвовал в издании этой книги, то есть как идут как соучредители этого важного документа. И когда он вышел, очень много было запросов, то есть нам из-за границы звонили, значит, из Казахстана, из Узбекистана. То есть живы, татары готовы, им нужна мысль какая-то свежая. Да, нужна какая-то идеология, какая-то платформа, идея, да, какая-то да, база, на что-то на опираться. чем что-то делать. Да? Да, да, на что-то опираться, потому что ну, как бы есть общее представление, да, вот мы говорим о языке, мы говорим о том, что там, татары не забывали свои корни. Но надо проанализировать, надо показать, а каким образом это сделать. Ну хорошо, ты говоришь, там, давайте не будем забывать язык, а как его сохранить? Это мировая проблема, по сути. Каждый день исчезает 5 языков в мире. Это глобальная проблема, и, конечно, глобальная, мы да? глобально... То есть, в принципе, она спокойно может коснуться и татар всех. В том числе, Конечно. поэтому еще чуть-чуть. Да, да, да. А мы даже, вот то, что я приводил пример социологии, мы даже не знаем, сколько татар владеет языками. И как они, собственно, его изучали, И как изучать, какие да. пути изучения языка, Да. допустим, там Да. лучше. То есть мы можем, например, вот человек знает английский там с французским, ему уже легче, да, то есть для него это одна практика можно использовать. То есть мы не можем поголовно всем дать одну методику изучения. Ну, как бы это... Во-первых, географически это все будет сложно, да, технически да, сложно. технически, разный уровень понимания, ну и так далее. То есть очень много. Тем более мы в информационную эпоху живем, и, соответственно, мы должны подстроиться под эти новые условия. Да? Но татарам, в принципе, это очень выгодно. Хотя мы ругаем информационное общество, которое стирает границы, там, глобализация, но с другой стороны, оно же нам помогает. Да, в там, таких вопросах да, точно. В образовательном. В образовательное, общение. Вот, там, с Сахалина татары могут там, зайти посмотреть татарский спектакль. Раньше это не было, представляешь, надо было с Камчатки лететь в Казань, там билет еще купишь, не купишь, а сейчас, да, пожалуйста. Да. То есть языковая среда может быть создана, тоже в принципе, создана, вот да. на Ну, вот, например, за 2 сейчас минуты. вот этот вот новый ресурс Clubhouse, мы все тут эти дни о нем да, говорим. Кстати, да. Тут наши друзья уже, ну вот общие, да, которых ты тоже знаешь, создали несколько вот этих, там они называются румы, да, сообщества на татарском. Я вчера зашел уже ночью, у меня был эфир, но я устал и зашел, там по-татарски говорят. Я, находясь в Москве, там с татарами из Канады, там кто-то из Чехии, мы по-татарски пообщались, так очень хорошо. Все насытились, все попрактиковались. Прекрасно. И вообще я считаю, что да, Clubhouse сейчас избавляет нас от гнета вот этого видеоформата, да, то есть ты просто зашел и, пардон, там под одеялом лежа, Да, можешь лежать, поговорил, есть, да, и в принципе удовлетворил необходимость, какую-то потребность общения, да, да. тебе не нужно бегать к зеркалу. И, там, Кстати говоря, вот как бы в продолжении твоих слов, это было там более 10 лет назад, в Казани мы организовывали так называемый пресс-клуб татарский. И, значит, я пригласил одну известную ученую, она сама была из Москвы, в высшей школе экономики преподавала. И она исследовала, что с японцами, что татары вот в СНГ народ из как бы незначительного после русских, больше всех представлен в интернете был тогда. Ого. Да, она говорит, это интересный феномен. Ну и говорит, ну, видимо, потому что вы везде живете, и у вам как бы вот есть необходимость, надобность сойтись. И я смотрю и по интернету всяким платформам, исследование было, оно не глубинное, но все-таки больше всех групп там татарских, ВКонтакте, в Одноклассниках, это все татарские там. То есть, получается, есть мощный запрос. Есть запрос, да. Да? Его надо просто Но нет реализовать. социологов, нет людей, которые бы все это как-то оформили, распределили на какие-то уровни, группы, возраст, гендер, я не знаю на что еще, да, чтобы все это структурировалось в какую-то четкую образовательную систему, да, ну, по крайней мере, образовательную. Ну, да, а дальше уже... Да, и властям было бы легче. А так, например, они говорят, мы готовы дать столько-то денег на развитие вот образовательных технологий. И в итоге их некому правильно освоить. Да, как вот, кому? Вот как это сделать? Хорошо, а с чего начинать твой экспертный взгляд? Вот состояние проблемы, вот такое, какое есть сейчас. На твой взгляд, с чего нужно начинать? Вообще стратегия, она, конечно, прекрасна. То есть в одной там теории, в вашей больше практики, там еще одни ученые, вот я как раз недавно там с историком разговаривала, с Искандером Измайловым, у него там тоже очень много мыслей было, он тоже работал с Дамиром Исхаковым, да, то есть много интересных мыслей о том, что делать.
А начинать с чего? Начинать сразу как-то вот комплексно или начинать с чего-то, что можно принять за базовый аспект, такой начальный, с которого все остальное будет подтягиваться? Конечно, нужно начать с теории. Знаешь, как у Гёте в Фаусте, теория суха, древо жизни, друг мой, зеленеет. То есть, конечно, теория суха, но есть практика. Но одно без другого, оно не работает. Поэтому сначала нужно фундаментально понять, какие наши проблемы есть, поставить диагноз, короче говоря. Понятно. Поставить диагноз пациенту, исходя из этого диагноза уже лечить. А у нас получается немножко наоборот. Поэтому и там и Дамир Исхаков, и тот же Искандер Измайлов, они говорят правильно, что сначала нужно теоретически подойти. А что такое татарин? А вообще кто он? Да? Потому что, ну, например, у индусов есть такая тема. Называется хиндутва. Индусскость. Ну, мы сейчас тоже говорим иногда татарскость. Вот, а что это такое? Например, у нас старшие товарищи, наши уважаемые аксакалы, ну, часто любят попинывать молодежь, что не знаешь татарский, и ты, значит, как бы не принадлежишь к татарскому миру. Но ведь они не виноваты, молодежь. Ну, собственно, старшее нету поколение. Школ, да, ну где вот среды нету. А и у него, ну, просто я общался с этими молодыми людьми, они говорят, что я теперь не татарин. То есть у них нет критериев. И мы должны четко сказать, что татарин — это человек, который, а, считает, что он татарин, там, б, и так далее, и так далее. Да?